И вот то, что вот он упал, вот протащило, получается, по боковой части. Здесь вот все поободрало. Ну, маленько там крышку багажника. Эта ночь для Артема, который проживает в авиастроительном районе Казани, выдалась неспокойной. Сильный ветер снес часть крыши его гаража прямо на припаркованные автомобили. Этот момент засняли камеры видеонаблюдения. К счастью, никто не пострадал. Листы на крышу гаража сложил, приготовил, чтобы гараж закрывать. Кирпичами их вроде все закрепил. Кирпичи опрокинуло, и вот листы улетели. Пришлось уже все листы спускать во двор. Сильный ветер, когда был ночью. Хорошо, что ночью, кроме как машины, ничего не пострадало. Планировалось крышу, ремонтировать, но погода внесла свои корректировки, как говорится, и пришлось все убирать. Сейчас уже до лета. А это все, что осталось от остановочного павильона у автовокзала в Нижнекамске. Порывистый ветер вырвал его из земли, чуть не придавив людей. Горожане чудом успели отбежать от остановки. В Зеленодольске шквалистый ветер вырвал с корнем молодые сосны. Их недавно посадили около многопрофильного лицея. Вот этот самый холодный фронт, а у нас заток как раз с Арктики идет. В режиме штормов и шквалистых ветров татарстанцы живут уже третий день. Теплый атлантический циклон сменился холодным фронтом и арктическим вторжением. В ближайшие дни температура будет понижаться, а к 20 числам ноября может лечь снежный покров. В связи с началом вот этого призимья, по сути дела, зима у нас по-настоящему начинается по климатическим меркам 19-21 ноября. Почему? Потому что в это время температура переходит среднесуточная через минус 5 градусов, и уже вероятность устойчивого снежного покрова очень высока. А что сейчас происходит? Очень высокие барические градиенты, перепады, проще говоря, в атмосфере. И вот они нам обусловили именно не просто сильный ветер, а ветер шквалистый, порывистый. И это одна сторона дела, а во-вторых, уже на дорогах стало появляться гололедица. Ко дню жестянщика готовились автомобилисты. Заранее сменили шины, проверили машинное масло и тормозные колодки. Купил новую резину, получается. И все зависит от резины вообще. А так, гололед, присутствует. Заносил вас? Заносил, прям боком. Не надо торопиться в первую очередь. Во-вторых, чтобы резина была шипованная или зимняя. Вот я-то так думаю. И все будет отлично. Все поменял. Что возможно, все поменял. Утеплились и пешеходы. Говорят, мороз намного лучше, чем дождь. Конечно, резко. То дожди, а сегодня снег. Слава богу, дома тепло. С вчерашнего дня зимнее пальто приготовила. По интернету посмотрела, что будут холода. Да, заранее приготовились. Это еще не холод, это 30 минус, минус 35 это холод, а это нормальная погода. Дождя нету, не сырая погода, а сухая. Внезапно пришла зима. Снега снегоуборочных машин нету. А мы готовимся. Поэтому у меня все и теплее есть. Скоро валенки оденем. В Москве тоже подсчитывают убытки. Там скорость ветра достигала 35 метров в секунду. Он валил деревья, срывал куски крыш, вырвал ограду мусорных баков и понес жестяной лист прямо на автомобиле. Сведений о пострадавших нет. Эта осень нас действительно побаловала. Было и бабье лето, и бабье осень. Видели и солнечное затмение. А эта холодная и ветреная погода, по словам специалистов, продержится недолго. И уже к концу недели температура повысится на 5-6 градусов. Алия Хайрудинова, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань.